Генеральный партнер – Челябинвестбанк. Партнеры проекта – Челябинский компрессорный завод, Сады России, группа охранных предприятий «Витязь», компания «Интерзет». Генеральный партнер конкурса – сеть аптек «Классика». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Исәнмесез, кадерле дуслар! Не знаю, как вы, дорогие зрители, но мы с Элиной очень рады вас видеть. Сегодня участниц конкурса ждет интересное и сложное задание. Какое? Наши девочки должны показать, насколько они умелые хозяйки. Это 8-то лет? Ты знаешь, Элина, я думаю, они справятся. Смотрите сегодня в выпуске любимые блюда татарской кухни. Справятся ли с ними маленькие хозяйки? Секреты из бабушкиного сундучка. Правда ли, что татары придумали консервы? Началась подготовка к финалу. Какие сюрпризы ждут наших зрителей? Об этом и многом другом прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Умение женщины вкусно готовить ценили все народы и во все времена. Но татары кулинарным способностям отводили совершенно особое место. Все дело в страсти к гостеприимству. Хорошая хозяйка не только мужа, а всякого, кто войдет в дом, должна накормить как следует. Маленькие девочки сначала помогали бабушкам и мамам, а со временем и сами занимали место у плиты. Сегодня мы все вместе станем свидетелями уникального эксперимента и выясним, существует ли генетическая память. Ведь по признанию многих участниц, они никогда прежде не заходили на кухню в качестве хозяек. Но сначала, как и положено у татар, чай из настоящего самовара. Чай поширявец – это значит сейчас заварим чай. Флюра Апа – большой знаток татарской кухни. Она была дружна с Юнусом Ахмедзяновым, настоящей легендой кулинарного искусства, собравшим воедино тысячи народных рецептов. Его имя носит Дом татарской кулинарии в Казани. А Игорь Тумаркин сам уже стал легендой. Один из лучших кондитеров мира колдует над десертами в сети кофеен «Пенка». Возможно, кто-то из наших участниц тоже станет знаменитым шеф-поваром. А сегодня их ждут два рецепта – эчпачмак из творога и перемяч. К выпечке у татарского народа всегда было особое отношение. Изюминка в том, что, конечно, очень богатый стол, много выпечки. Разнообразные выпечки и с фруктами, и с ягодами, и с творогом. Без выпечки невозможно себе представить ни один обед и ни одно чаепитие. Скажи, Элина, а ты умеешь готовить? Конечно, если мама разрешает. Тогда смотри внимательно рубрику «Бабушкин сундучок», позаимствуешь пару рецептов. Ярар, эда корыбыз. Рассказывать о татарской кулинарии можно интересно и долго, да так, что слюнки потекут. Любимыми испокон веков были мясные блюда и выпечка, а иногда два в одном. Взять, к примеру, знаменитый эчпачмак, белиш или перемяч. Историки уверены, что именно татары научили другие народы жарить мясо. Известно, что при дворе Ивана Грозного такие блюда доверяли только поварам из Казани. Так, по крайней мере, писал знаменитый кулинар Вильям Похлебкин. Со времен Волжской Булгарии до нас дошли катык, кисломолочный напиток, балмай, масло с медом и лепешки кабартма. Говорят, что первые консервы тоже изобрели татары. Это знаменитая кыздырма. Мясо режут очень маленькими кусочками, жарят и плотно укладывают в банку, заполняя ее маслом или растопленным жиром. Такие домашние консервы намного вкуснее привычной нам тушенки. Раскатать тесто, наполнить его фаршем, слепить перемяч.
Со своей задачей девочки справились неожиданно легко. Говорят, что несмотря на юный возраст, дома им часто доверяют работу на кухне. Мне очень нравится готовить. Это познавательно. Мы можем узнать о некоторых принадлежностях. И мы чуть-чуть сегодня узнали некоторые слова, которые, может быть, кто-нибудь не знает. Готовить очень любят взрослые, а маленькие, им надо учиться. Это хорошо. Если будешь готовить, то у людей будет хорошее питание. Татарские блюда, они необычные. И перемечи, и эчпачмак получились один краше другого. Девчонки, конечно же, проявили себя сегодня совсем с другой стороны, потому что они сегодня открылись нам как маленькие хозяйки. Вот. Они так ловко справлялись со скалочкой, так ловко обращались с мукой, мешали тесто. То есть прямо вот радостно было смотреть, что все-таки они у нас уже к взрослой жизни почти готовы. То есть если мы придем к ним в гости, мы голодными не останемся. Флюра Апа призналась, что перед встречей волновалась, пожалуй, больше самих участниц. И пусть ее работу не будет оценивать жюри, для нее было гораздо важнее убедиться, что традиции родного народа живы до сих пор. Девочки, мен бүгін бирге келгенше бик қойғырдым. Ничек очрашырмын бу балалар белән, мен бит аларны белмим. Ни эшлиләр алар, ни төсле. Гәзиткә карап бардым инде һәр вакытта да. Бик матурлар, бик күркәмнәр. Сүз тыңлыйлар микән, юк микән. Биргә килеп кергәчтен исем китте. Алар бөтенләй берендә беләсе килә. Без алар белән эчпешмәк ясадык. По итогам кулинарного конкурса лучшими стали Ульяна Динмухаметова, Елена Закирова, Карина Карымова и Розалина Мухарамова. Девочки заработали по 10 жемчужин. Лидером в общем зачете остается Дина Ганеева, но Ульяна отстает на 1 жемчужину, так что страсти накаляются. До финала еще есть время, хотя подготовка к торжественной церемонии в самом разгаре. Кроме участия в конкурсах, девочки усиленно репетируют. Особое внимание занятиям по вокалу, ведь им предстоит выйти на сцену вместе с финалисткой проекта «Голос» Эльмирой Калимуллиной. Подробности церемонии организаторы держат в секрете, но уже известно, что это будет яркое и незабываемое шоу на сцене Театра оперы и балета имени Глинки, которое состоится 14 декабря. Ну что, Алина, чьи перемечи тебе показались самыми вкусными? Я попробовала только 5, больше не смогла. Надеюсь, следующий конкурс будет тоже таким же вкусным. Онысын біз хәзер беләбез. Келесі очрашу бер атнадан. Исән сау булыгыз, кадерле дуслар. Сау булыгыз. Смотрите в следующем выпуске программы «Экскурсия в храм искусства». Участницы конкурса побывали за кулисами областной филармонии. Первые шаги по подиуму. Моделями не рождаются, ими становятся. В танце душа народа, а у каждого движения особый смысл. Об этом и многом другом вы узнаете ровно через неделю на канале ОТВ.